каждой семье есть те, об именах которых с особым трепетом говорят 9 мая. Это ветераны, дожившие до наших дней. Это те, кто прошел всю войну и вернулся с фронта. Это солдаты, павшие во время Великой Отечественной войны. Это и те, кто бесследно исчез в 1941-1945 годах. Спустя почти 70 лет в России около 5,5 миллионов участников Великой Отечественной войны числятся пропавшими без вести. 127 тысяч из них уроженцы Башкортостана. Своего отца жительница нашего города Рашида Вильданова не видела ни разу. Она была в утробе матери, когда Нугуман Шарафудинович Хасанов отправился на фронт. С тех пор о нем ничего не известно. Было, говорят, мама говорила извещение, потом я когда выросла, извещение не нашла. Вот. Потом в районный центр я ходила, вот лет 10 тому назад, ну там сказали, подняли архив, 43-го, 13 марта без вести пропал, извещение было, говорили. А после ничего не знаю. Где он погиб, никто не знает. Сегодня за поиски прадеда взялась внучка Рашиды Нугумановны. Эльвине уже удалось добыть некоторые интересные факты о своих родственниках, участниках войны. Вот только о прадеде ей пока ничего не известно. В книге памяти его нет. Там же фамилии, они немного как измененные, неправильно где-то написали, да. Вот. И вот поэтому я так и ищу их. А вот своего деда я, к сожалению, не смогла, но я продолжаю его искать. Есть только не этот сайт. Я ищу на сайте ОБД Мемориал. А есть еще многие другие сайты и по поиску награждений. Вот у меня был, получается, вот моей бабушки сейчас, а у нее был еще отчим Хасанов Фавзи Гадельшевич. Вот, и я нашла его награждение. Вот, он получил орден Отечественной войны 2-й степени. Вот, и я очень горжусь этим. Вот, но я уверена в том, что и остальные мои прадеды тоже получали ордена. Одной из таких семей, на протяжении многих лет ждущих и надеющихся на то, что их пропавший без вести солдат найдется, была семья Имаскуры Халисовой. Оба ее родных дяди остались на поле битвы. Благодаря сайту «Мемориал» она узнала, что один из них, Марван Гарифулович Халисов, похоронен в братской могиле в Черкасской области. А вот про второго, Мутигулу Халисова, сайт умалчивает. Поэтому женщина намерена обратиться за помощью в федеральный патриотический проект, организованный молодежным парламентом при Государственном собрании Курултай Республики. Одной из задач проекта «Память и гордость в сердцах поколений» является привлечение молодых людей к конкретной работе, связанной с поиском своих земляков, участников войны. Все районы нашей республики приняли в этом участие, так как этот проект не только в республиканский, но и от нашей республики взяли и переняли себе другие регионы Приволжского федерального округа. И на данный момент могу сказать с уверенностью, что уже больше 2000 человек уже было найдено. Ну вот, одной из таких историй, за каждым, скажем так, найденным солдатом скрывается история семьи, какие-то переживания. Потому что все мы знаем, что если был пропавший без вести, скажем, отец, либо муж, никто не знал, что он увидел, как погиб и как закончилась его судьба, скажем так. И какой вклад он вложил в великую победу. Волонтеры занимаются не только поиском информации, но и раскопками братских могил с целью перезахоронения. Итогом проекта станет вручение родственникам обнаруженных солдат копий документов, удостоверяющих их личность. Ведь Родина должна знать своих героев. Героев, павших за мир и свободу. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Дамир Хайбуллин, телекомпания СТВ.